Модель оружия, серийный номер, страна-производитель, состояние и другие данные вносятся в специальный бланк. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ингушетии готовятся передать изъятое оружие в территориальное отделение полиции на хранение. С 28 июня этого года федеральный закон об оружии внесли некоторые изменения. Федеральный закон вступает в силу через год после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вводятся в действие с 1 января 2022 года. Также напоминаем, что в случае окончания срока действия разрешительных документов настоятельно рекомендуется обратиться в подразделение лицензионно-разрешительных работ. В случае утери оружия или смерти владельца также необходимо незамедлительно обратиться в территориальный орган внутренних дел или подразделение лицензионно-разрешительных работ. Оружие, переданное в органы в случае смерти владельца по решению ближайшего родственника, может быть переоформлено на него, либо реализовано через оружейный магазин. Если говорить об отдельных пунктах, то в частности новый закон предусматривает повышение до 21 возраста для приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Также поправки коснулись возможности приобретения гладкоствольного ружья с магазином только на 2 года владения гражданским лицом огнестрельным длинноствольным оружием. Помимо этого законом предусмотрено запрет на распространение в СМИ и интернете инструкции по незаконному изготовлению и переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия. Запрет хранения списанного оружия без уведомления Росгвардии. Обязанность граждан и организаций уведомлять Росгвардию о приобретении списанного оружия с целью его регистрации. Ограничение на выдачу лицензий на приобретение оружия гражданам с судимостью и привлеченным к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также обязанность владельцев оружия сообщать в Росгвардию об утрате и хищении принадлежащего им оружия. Аннулирование лицензий и разрешений в случае отказа предоставить доступ уполномоченным сотрудникам к местам хранения оружия для проверки условий его хранения, а также в случае отказа предоставить оружие для осмотра. Касаемо изменений в Кодексе об административных нарушениях, можно выделить, что приобретение и передачу оружия гражданами влечет за собой штраф на физические лица от 3 до 5 тысяч с конфискацией или без. Также можно лишиться права ношения оружия сроком от 1 года до 3 лет. Сюда же входят правила хранения и ношения оружия и многое другое. Нарушение требований законодательства об оружии участниками массовых мероприятий, в частности пикетов, митингов, собраний и прочего массового мероприятия, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч с конфискацией оружия, либо без таковой, либо лишение специального права на приобретение и хранение оружия, либо ношение и хранение оружия сроком от 1 до 3 лет с конфискацией, либо без таковой. Оружие, которое находится у владельца незаконно, можно сдать в Центр лицензионно-разрешительной работы. Для каждого населенного пункта предусмотрен отдельный день приема. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.